И у меня вот как раз вопрос, вот вы сказали, что вы член Совета по межнациональным отношениям. Ну, первый так и есть, даю слово, я вас не обманул. Да, я сам кандидат исторических наук и защищался в Институте этнографии и антропологии по национальному самосознанию. И у меня вот первый к вам вопрос. Я знаю, что этот совет был создан недавно совсем. Вот какие-то уже были мероприятия у вас? Вот, ну, то есть рассказать, какая работа сейчас идет? Ну, самое главное дело совета, которое он сделал, он разработал и предложил президенту стратегию национальной политики. Могу сказать, что это выдающееся событие, я горжусь тем, что приложил к нему тоже руку. Ну, могу сказать, что это проходило, редакционную комиссию возглавлял Михайлов, бывший министр по делам национальности. В нее входили, конечно, наши мэтры и Зорин Владимир Юрьевич, и в качестве эксперта привлекался Тишков, директор Института этнологии РАН, который вы знаете, да, Владимир Юрьевич, замдиректора Института этнологии РАН, тоже бывший министр по делам национальности, и Рамазан Абдулатипов, который тоже, значит, был все время министром. И из молодого поколения, вот я тоже там вносил свои редакторские правки, что-то мое было учтено, мне, честно говоря, это достаточно ясно. Были споры, это очень непросто было, потому что старшее поколение, у них была одна позиция, я говорил, моя позиция, что страна изменилась, и что даже термин «дружба народов», она в советское время, знаете, хорошо были дружить народом, когда у вас стоят чекисты с наганами и партработники, все, естественно, аплодируют, народы дружат. Но когда нет террористического ресурса у государства, то дружба народов приобретает более сложные формы. Как, зачем дружить, почему дружить. Надо это расписывать. И нельзя просто действовать формулами, которые как бы перешли из советского идеологического наследия. Были у нас дискуссии с профессором Михайловым очень подробно. Я его уважаю, он старше меня, это выдающийся ученый. Говорит, советский, хороший советский опыт. Говорю, а какой хороший советский опыт? Вот что вы имеете в виду в национальной политике? Советская власть поставила в свое время задачу, что нация, это была идеологическая просто задача, по мере приближения к коммунизму нация будет отмирать и будет формироваться некая общность наднациональная, советский народ, который является не нацией, а наднациональной общностью. Это, мы не можем это сегодня говорить, потому что мы сегодня поставили задачу в стратегии, и президент задачу эту утвердил и сформулировал ее в одной из своих предвыборных статей по национальной политике. Кстати, это был исключительно исторический документ, который я советую всем изучать, всем студентам, интеллектуалам с карандашом в руках. Впервые за долгие десятилетия руководитель огромного нашего государства, которое уже не в таких границах, как Советский Союз, но все равно не менее сложное, поставил некие принципы национальной политики, которые лично я полностью поддержал. Это формирование единой политической нации при сохранении и создании инструментов развития народов Российской Федерации, этнокультурного развития. Чуть позже я скажу, что это такое. Вот, и какое советское наследие хорошее, что советское хорошее, что вы имеете в виду? Мы жили дружно, было ВДНХ. Говорю, но это же были формальные вещи, которые создавались под конкретную современную ситуацию. На самом деле национальная интеллигенция во многом уничтожалась и подавлялась. Люди все подверстывали диссертации, работы свои под марксистско-ленинский анализ. Никакие иные формы анализа были невозможны до определенного времени. Что, конечно, сдерживало, особенно гуманитарную работу. Да, технические науки в СССР достигали невероятного развития. Но когда даже Борис Александрович Рыбаков вынужден свою историю древних славян, понимаете ли, начинать с Маркса и Энгельса и подверстывать под это, но это несколько абсурдное было впечатление. Что же говорить, я хорошо знаю Башкирскую академию наук, филиал Академии наук Уфимской, где были очень сильные работы. Самые интересные работы по истории башкир, по истории 18 века, башкирских восстаний, шли под грифом «секретно». Их нельзя было публиковать и читать, они были для ДСП. Только в 90-е годы это стало обсуждаться в научной среде. Гуманитарная среда фактически была локализована и уничтожена. Поэтому сегодня мы имеем дело с реальными народами, не с выдуманными партийными работниками, а вот с реальными народами. Сегодня каждый народ на территории Российской Федерации, и вот говорю, вот за это спасибо советской власти, это то, что она сделала, имеет 4 составляющих. Представителей в органах власти, свою бюрократию. Я слово «бюрократия» говорю в данном случае в технологическом позитивном контексте. Вот каждый народ, даже самый маленький,
Даже айны, я вас уверяю, и которые живут на севере Сахалина, имеют главу местного муниципалитета, например, который является представителем бюрократии. Имеет своего представителя в силовых структурах. Это или офицер в армии, или офицер в органах полиции, или в органах госбезопасности, или где угодно. Третья составляющая, финансовая. В каждом народе есть свой бизнесмен или большие бизнесмены. В большом народе больше людей, которые аккумулируют финансовый ресурс. Помимо того, что они пускают его на развитие своего предприятия, на развитие там, своей семьи, что имеет право делать каждый человек, купить дом там, или машину, если у него есть деньги. Но помимо этого живет себе человек, он, допустим, башкир, да, он богатый, у него работают заводы там, сям. Дальше к нему приходят, говорят, ну вот, а ты, он башкир, ему важно развивать свой язык, свою историю. И он, допустим, дает средства на развитие национального движения, поддерживает национальную культуру, какого-то певца или певицу, это может даже его родственник, это не имеет значения. В совокупности национальной буржуазии возникает и национальная интеллигенция. Это все создано советской властью, созданы письменности на основе кириллицы для десятков народов, сотен народов, то, чего не было до революции. Были народы, вот, допустим, народы исламского, тюркские народы, шрифт, естественно, был арабский. У башкиров тоже был до революции арабский шрифт. Потом были эксперименты с латиницей, да? Потом от латиницы решили отказаться, потому что это переводило стрелки на Турцию, в первую очередь. Тогда в 20-е годы была дружба у Советского Союза с Турцией, считалось, что Энвер Паша и Кемаль Паша будут нашими большими друзьями, и поэтому как бы ничего плохого в этом не видел. Главный враг был британский империализм, и поэтому под войну с британским империализмом с Антантой подверстывалось все, что угодно. Потом наши пути разошлись, и выяснилось, что нет. Кириллица. На мой взгляд, проблемы особо нету. На каком шрифте писать, было бы что писать. И было бы о чем думать. Было бы что говорить. Так или иначе, язык, каждый народ и чукчи. Смотрите, в каждом народе есть свои писатели, по крайней мере, были в советское время. Чем дальше от Москвы, тем было больше свободы. На самом деле, люди писали об истории, возникал там Чингис Айтматов у киргизов, да, Абиджамил Нурпейсов у казахов там, и разные другие. Юрий Редхео у чукчи, например, прекрасные писатели. Вот эти 4 составляющие. Бюрократия, силовые структуры, буржуазия и интеллигенция, которая занимается производством собственной мифологии исторической каждого народа. Каждый народ имеет свой взгляд на историю. У нас есть общая история, как бы официальная, мы все знаем там. Но, как правило, я считаю, что концепция истории, она немножко устарела. Потому что русская история классическая, это история от Рюрика до там, это история государства, большого. Ее никто не отменял. История большого государства, но внутри нее находится многое другое. Советская историография, и тут опять плюс методология преподавания истории, пыталась включить в этот контекст национальных героев. Салават Юлаев, например. В советском учебнике Салават Юлаев не был представлен плохим человеком, естественно. Мы понимаем, что это сложная, противоречивая личность. Ну, как и во всякой войне, я был на войнах как журналист, и я видел, что люди совершают, солдаты, особенно воины. Ну, это жестокая вещь, война, что говорить. Но в целом это национальный герой башкирского народа. Я вот, например, считаю, что выкидывание из истории национальных героев народов России это неправильно. Надо поменять взгляд на Чингисхана, надо поменять взгляд на Бату в чем-то во многом. Да, Бату, допустим, разорил русские города, Владимир, Рязань, но на самом деле монголы дали и возможность этим княжествам создать единое государство. По сути дела, ведь это же монгольские ханы, чингизиды были основателями единого государства. До этого Новгород, Рязань, Владимир, Тверь, все между собой враждовали, все воевали. И не приди с востока монголы, у нас тут была бы как в Европе, было бы отдельно Тверь, отдельно Рязань, отдельно была бы Москва. Это были бы разные страны, и чтобы проехать из Москвы в Рязань, вы, может быть, визу получали. Понимаете, как для того, чтобы проехать из Праги в Вену. Расстояние-то примерно такое же. Но единая власть, единая ЕСА, которая была дана веротерпимо, основы веротерпимости пришли из Монголии когда тоже. Я никогда, с детства, когда я еще прочитал в первом классе книги Яна, который, конечно, был не историк, но, по крайней мере,
писал. Вы не читали? Бату, «К последнему морю», Чингисхан. Прочитайте. Это очень хорошие книги. Очень хорошие книги по истории. Кое-что там выдумано, конечно, ну как во всякой художественной литературе. «Война и мир» Толстого — это же тоже не историческое исследование о войне с Наполеоном. Это история людей, художественная интерпретация. То же самое здесь. Или и история Пугачевского восстания, и там Соловей Юлаев описан тоже. У Шишкова, по-моему, Пугачев. Это его роман такой огромный. Очень интересный. В советское время вот это вот плюс советский. Только Михайлов не это имел в виду. Там были вот историческая и литературная школа. Она была более свободная, чем научная, парадоксально. Какой-нибудь роман сталинского времени, Злобин так был, писатель Степан Разин. Вот такой толщины роман. Читаешь, фантастическая просто книга. Сейчас так не напишут. А официально про Степана Разина нельзя было написать так в университете. В рамках художественной литературы сложнейшая, противоречивая личность выступает. Глубочайшие там какие-то нюансы, нити истории там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому есть свой подход. Мы должны заново строить нацию. У нас есть задача. Единая политическая гражданская нация, то есть единое право, единое государство, единые органы управления, единое налогообложение, единые инфраструктурные проекты, связанные с транспортными коммуникациями, коммуникациями информационными, медийными, энергетическими коммуникациями и все то, что надо для нашей страны с тяжелейшим климатом. Это огромное государство. Оно, все, угрозы сепаратизма у нас нет. Никто не хочет отделяться от России. А если кто-то хочет, это маленькие маргинальные группы, которые не влияют на полный. Но и просто так ты не будешь же тоже жить в стране, в которой тебе некомфортно, правда? А что комфортно? Вот. Человек, мы говорим, мы являемся одной из самых свободных стран на Земле, если подумать. Нам не нравится наша бюрократия и так далее, но нам никто не запрещает быть русским, башкиром, татарином, мусульманином, православным, евреем, как угодно. Мы просто сами не знаем, что с этим делать зачастую. Мы не реализуем те возможности, которые у нас есть. Так вот, первая рамка политическая, как бы общенациональная. Нет разницы, кто ты, русский или башкир, кавказец или еврей, чукча или немец, гражданин России. Если ты гражданин Российской Федерации, у тебя равный закон в любой точке нашей страны. В любой точке нашей страны гражданин имеет одинаковые права. Дальше начинается, мы спускаемся на уровень регионов, это сложная система. Тут, я считаю, может быть региональный компонент. Он не должен противоречить единому федеральному конституционному компоненту. При этом вот часто говорят, вот суверенитет региона противоречит. Я не считаю, что он противоречит совершенно. А как раз именно вот, мне кажется, что согласование, те процедуры федерализма, которые проходили в начале 2000-х годов, переговоры велись и с Казанью, я тоже принимал участие в этом, и с Уфой, я знаю. Мне кажется, достаточно органично все включено, по крайней мере, иллюзии распада страны больше ни у кого не существует. Более того, национальные элиты республик заинтересованы в единой стране, может быть, больше, чем Москва. Потому что даже продавать нефть и газ и все остальное, там, не знаю, цемент, то, что Башкирия производит, полимеры и все такое, лучше в стране, в которой есть безопасные дороги на всем протяжении, в котором как бы не надо платить, пересекая каждую границу. Поэтому, но есть региональный компонент. Это моя позиция, я считаю, что не надо на все накладывать универсалистскую, европейскую такую сетку, модель. Есть традиции башкирского народа, есть у кавказских народов свои традиции, есть у русских свои традиции тоже. И в каждом регионе мы прекрасно понимаем, что в каком-то регионе, если в нем значительная часть населения мусульманская, то исламское мироощущение, сколько бы мы ни говорили, что мы светское, оно все равно будет присутствовать. Равно как, допустим, Белгородская область, где православное большинство населения, как городского, так и сельского, там будет доминировать, естественно, православное мировоззрение. И вот эта вот разница, как ее упаковать, я еще не знаю рецепта, мы над этим думаем, и вас приглашаю тоже к обсуждению. Я считаю, что какие-то могут быть региональные компоненты, которые имеют отношение к национальным традициям. Национальные праздники,
национальные обычаи. Где-то Наурус является выходным или Курбан, понимаете, вот в Башкирии, например. А в других регионах Курбан не выходной. Допустим, я считаю, что регион по своему усмотрению может объявлять для части населения какие-то праздники. Я, допустим, считаю, что в Москве, может быть, по заявлению, если человек заявляет «я иудей», да, то он может в субботу на работу не ходить. Вот я, допустим, считаю, что это было бы правильно. Я не вижу противоречия. США существует так, вероисповедание формально в Америке отделено от государства, но не отделено от личности. Если ты мусульманин, и ты приходишь в армию, тебя никто не может заставить одеть сапоги из свиной кожи и есть свинину. Это неправильно. Ты пришел защищать свою родину, исполнять свой гражданский долг, и ты можешь рассчитывать, что твоя родина подойдет к тебе не просто как абстрактные единицы, не имеющие рода, племени и вероисповедания, а как гражданину, который является сыном там, башкирского или татарского народа, например, да, мусульманином или русским православным, допустим, ну и так далее. Это существенный момент. На территории Башкирии живут старообрядцы, я знаю тоже. Вы знаете тоже, что русские общины, некоторые тоже бывают очень религиозные. Те, кто сталкивался со старообрядцами, очень. Ваххабитам 100 очков дадут еще фору, понимаете? Чашку для гостя, другую чашку, другую посуду выносят, когда гость приходит там в дом, например. Это тоже обычай русского народа. Девочки без платков на улице тоже не выходят в старообрядческих селах. И таких много в Нижегородской области, на территории Башкирии, там на Южном Урале много, в Челябинской области старообрядческих сел много. Без поповского согласия федосеевцы, некрасовцы в основном, наверное, там проживают. Так что наша страна разнообразна. С регионального компонента спускаемся на местный компонент, местного самоуправления. Тут еще больше свободы. Вот я, допустим, даже сейчас скажу следующее. Вот президент Медведев 3 года назад подписал указ о способе разрешения третейских судей в гражданских конфликтах. Что такое гражданский конфликт? И в отличие от административного, там, например. Это разводы, это наследство после чего-то такого. Это, допустим, какой-то еще спор не хозяйствующих субъектов, а мировых, между людьми, что-то не поделили, да? Де-факто это не регламентировано на основании какого кодекса человек выносит решение. Если мы признаем, вот мы с вами построили, если вы меня признаете там мировым судьей, и вы доверяете мне, то я говорю, ты прав, и дальше вы говорите, все, вы доверяете. Если я выношу решение на основании шариата, например, в гражданском праве, да, в отношениях развода, говорю, отдай махр жене, не смей не отдавать жене махр. Там. Нельзя похищать девушку. Кстати, я считаю, что похищение это уголовное преступление. Если, конечно, это заранее не согласовано, не инсценировка, просто девушка не хочет, если помимо воли похищают девушки, мне все равно, что она потом будет жена. Это уголовное преступление. Никто не может похитить гражданина или гражданку на территории Российской Федерации, помимо его воли. Потом, конечно, пусть договариваются, но проще было бы пойти к родным, близким, к девушке, заручиться его согласием. Женщина не товар и не объект, чтобы с ней так обращаться. Мы не можем этого позволить на территории нашей страны. По закону заключаешь брак, контракт, мусульмане, заключайте контракт брачный на основании шариатского права. В чем проблема-то? Все равно де-факто люди так и делают в деревнях. И везде. Хоть в кавказских, хоть в татарских, хоть в башкирских. Так пусть они это делают не нелегально, а пусть делают легально. Но уголовное право, административное право, это только за государством. Тут надо, как говорится, четко совершенно понимать, это вынесено туда. Никаких палок, никакого рубления рук, никаких наказаний. Договариваемся с мусульманами, с сельскими джамаатами, там, с такими-то, что преступник передается, никакого самосуда, преступник передается в органы государства, судится, для этого суд, конечно, должен быть, которому мы доверяем, а не тот, который выносит фальшивые приговоры. И так далее. Это уровень местного самоуправления. Земля тоже должна быть в видении местного самоуправления. Земля. Сегодня у нас получается следующее. У нас создаются фиктивные, допустим, казачьи, я знаю земли. Я знаю и в других местах тоже это. Вот атаманы. Вот и они, например, ООО, фактически эти казачьи организации, это ООО. Открытое акционерное общество. Или ОАО, или ограниченной ответственностью общества. Где держателями становятся 3 человека.
а не все станичники, которые потом в субаренду кому-то сдают эту землю, и потом возникает этнический конфликт. Вот в Ставропольском крае вам рассказывают, кавказцы атакуют русских. Да ни хрена подобного. Атаманам этим, мошенникам многим, передана земля, огромное количество земли, которое по закону, в принципе, по идее, должны распределяться между станичниками. Должно быть коллективное землепользование, какие-то инструменты. Нафига им это надо? Они сдают в субаренду там, даргинцам, карачаевцам, чеченцам, которые туда гонят скот. Овец прежде всего, которые убивают эту землю, это черноземная земля во многом. Это делается вопреки воле населения. А потом стрелки берут, говорят, чеченцы виноваты. Но миллионерами и являются эти держатели земли. Главы этих предателей. Я знаю массу таких случаев. В Карачаево-Черкесии, в Ставропольском крае. А потом провоцируется межэтнический конфликт. Поэтому местное самоуправление это тоже. Моя гипотеза, которая является уверенностью, что на всех уровнях межнациональные конфликты возникают из-за отсутствия должной правовой нормы, из-за отсутствия институтов контроля, управления, реализации бюджетов, например. Полное господство бюрократии, произвол силовых структур, которые что хотят, то и воротят. Отсутствие вменяемого суда, нет надзора за деятельностью силовых структур, прокуратура лишена практически своих надзорных функций и практически нету. Бизнес, как правило, примазывается к бюрократии, к силовым структурам. И это вот триада по всей стране. Бюрократия, силовики и финансовые бизнесмены, которые становятся спекулянтами финансовыми, это абсолютно доминирующее. К этому еще присоединяется криминал, который занимается рэкетом, крышеванием, силовыми неформальными наездами и так далее. Это везде одинаково. Хоть на Камчатке, там вообще круть, хоть на Кавказе, но в Москве это уже в такой мере нет. Особенно с того, как ушел Юрий Михайлович, это стало значительно меньше. Хотя какие-то еще и элементы присутствуют. Но Собянин, он, как раз мы его критикуем, москвичи, потому что нам удобнее было жить в ситуации, когда знаешь, где какая крыша, кому пойти, чего дать и с кем договориться. А когда возникает система государства, конечно, это менее удобно. Но на самом деле в долгосрочной перспективе мы должны прийти в ситуации в стране, когда, чтобы открыть свое малое предприятие, вы должны идти не в местный общак, ну с общака деньги не получите, условно говоря, ну в какую-то, не знаю, там частную кассу, брать деньги под непонятные проценты, под обязательное крышевание, а в банк. Для этого вам надо бизнес-план, паспорт, справка о доходах и нечто, что вы даете в залог под этот кредит. Все, ничего нет, потом вы получаете деньги, идете и открываете свой бизнес. А не как сегодня, когда ничего нельзя открыть. Ничего, нигде практически. Не поделившись, не отстегнув, не получив крышу. Это причина национальной политики. Национальная политика и межэтнические отношения – это не только слова, бла-бла-бла, давайте дружить. Это совокупность управленческих, экономических, политических и информационных, уже на четвертом месте проблем и ресурсов. Поэтому я считаю, что национальная политика – это важнейшая на сегодняшний день в стране вещь, которая как наверху находится всего вот этого того, что внизу. И стратегия национальной политики, которую подписал президент, она в себя много из этого включает, из того, что я сказал. Но сегодня невозможно понять национальную политику без овладения знаниями социологии, социальной психологии, этнопсихологии, культурологии, историографии, работы с источниками, работы с концептуальной историей, смысла философии истории. Это все совокупная вещь. Институт управления на разных уровнях. Нельзя просто танцами, плясками, давайте дружить и все хорошо, не отделаешься. Наша страна слишком сложна. Одна из главных проблем в том, что в отличие от Америки, которую я считаю этой системой правильной, там источником была община, вот люди приезжали в леса, воевали с индейцами, убивали индейцев или договаривались с ними, а потом на это место приходило государство. А у нас наоборот. Мы теперь, государство понимает, что оно одно не может поднять всю эту махину. Ему требуется социальный партнер, общество. Он видит, что общество есть, но оно существует совершенно в иной плоскости по отношению к государству. Как его?
активизировать? Как? Вот через национальный фактор, через гражданскую позицию, какие-то еще другие факторы. Поэтому я говорю о том, насколько сложна национальная политика. Вот этими вопросами занимается.